Из-за горящего коврика в Ухте посреди ночи эвакуировали 17 жильцов пятиэтажки. Произошло все в 1:30. Пожарные прибыли на место за 4 минуты и довольно быстро справились с возгоранием. Никто не пострадал, разве что не выспался. Как отмечают огнеборцы, причиной, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем. Тем временем сотрудники отдела надзорной деятельности Ухты продолжают профилактические рейды по дачным участкам. С наступлением отопительного сезона вопрос пожарной безопасности в частном секторе встает особенно остро. В один из таких рейдов отправилась и Виктория Науменко. Зимой на первых воднинских дачах немноголюдно, однако владельцев некоторых участков застать все же можно. Сотрудники отдела надзорной деятельности определяют, что хозяин на месте по дыму из трубы. Именно печное отопление представляет с наступлением холодов все большую опасность. А если на километр вокруг нет соседей и некому оперативно при необходимости среагировать на возгорание, ситуация особенно рискованная. Безопасности эксплуатации печного оборудования и посвящены регулярные рейды Пожнадзора. В тепличке протопили, погрелись, чай попили и домой. Все хорошо. Тогда оставляем вам памятку о том, как нужно правильно. Я понимаю, что вы знаете, но повторение мать учения, да, все равно. В ходе рейдов с дачниками ведут профилактические беседы, вручают памятки по безопасному поведению и напоминают номера экстренных служб. А иногда, с позволения хозяев, проверяют печное оборудование в домах. Есть и те, кто живет на дачах круглый год и эксплуатирует его постоянно. Вы часто топите? Да, регулярно. Если я здесь живу. Главное не перетапливать, не перекаливать трубу, чтобы здесь ничего не было. Я 10 лет здесь живу. Это у меня первая была кирпичная. С начала этого года на территории Ухты произошло уже 142 пожара, и более 30 из них на дачных участках. Есть одна жертва. В июле при пожаре на третьих воднинских дачах погибла женщина. Причины возгорания разные. Причины могут быть разные. Также при монтаже печного оборудования, конечно, люди не соблюдают ни отступку, ни разделку. Также при эксплуатации печного оборудования часто допускают перекал печи, либо, допустим, не проверяют, появились ли трещины на печах, на трубах. И вот, к сожалению, таким образом приходит к пожару. Все приводит. Также при несоблюдении обычных простых требований. Помимо этого, либо при эксплуатации электрооборудования, не проверяют электропроводку, тоже может произойти короткое замыкание. Соблюдать правила пожарной безопасности стоит с самого монтажа печного оборудования. Правильно смонтированное оно уже представляет в разы меньше риска при эксплуатации. Поэтому сотрудники Пожнадзора настоятельно рекомендуют доверять процесс монтажа профессионалам. Когда осуществляется монтаж, вы должны понимать, что должна быть разделка, раступка, и возле печи должен быть обязательно притопочный лист размерами 50 на 70 сантиметров. Безусловно, при эксплуатации есть ряд правил, которые вы должны соблюдать. Это разжигание печи только дровами, либо бумагой. Ни в коем случае не легковоспламеняющейся жидкостью. Не храните возле печи, рядом с печью, в опасной близости сухие изделия, либо бумагу. Не сушите над печкой какие-либо вещи. С профилактическими рейдами сотрудники отдела надзорной деятельности посещают дачные массивы почти ежедневно. Дачники с опытом знают все правила, что можно, чего нельзя, а потому порой весьма скептически реагируют на подобные советы, делятся сотрудники ОНД. Однако статистика говорит о том, что от происшествий с огнем не застрахован никто. Так, 3 года назад при возгорании в дачном доме погиб сотрудник пожарной охраны соседнего Сосногорского района, вспоминают участники рейда. В необходимости профилактики они сами ничуть не сомневаются. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.